Всем привет, я Александр Румянцев. Сегодня мой гость Николай Кирьянов, археолог. Мы поговорим о образе жизни древнего человека, о его жилище немножко затронем, культуру в Деринквилях и как современные археологи понимают образ жизни древних людей. Давайте начнем. Приветствую, Александр. Да. Пожалуйста, представься нашим зрителям и слушателям. Да, меня зовут Кирьянов Николай Сергеевич, я кандидат исторических наук, руководитель Музея арктической археологии имени Светланы Александровны Федосеевой, Арктического научно-исследовательского центра. Занимаюсь раскопками больше 20 лет. Вот, и сейчас мы тоже проводим исследования, о которых я могу рассказать. Ну, давай начнем со знаменитой стоянки в Деринквилях. Вокруг Деринквиляха, это вот очень правильно сказал мой коллега Антон Александрович Анойкин, доктор наук. Он сказал, что Деринквилях — это такой летучий голландец, про которого все слышат, но который мало что по существу знает. Я должен сказать, что могу, как сказать, немножко поделиться, да, тем, что значит, немножко предыстории, что Деринквилях был открыт в 1982 году геологами, точнее, они нашли там неолитическое захоронение, часть могильника. Потом туда приехали археологи вместе вот с Мочановым и с Федосеевой, они вот раскопали вот этот могильник позднеолитический. Искали они нефть? Геологи? Нет, геологи искали не нефть. Дело в том, что в 1982 году в Якутске проводилась конференция ИНКВА. Это международный геологический конгресс, который определяет вот все геологические стратотипы, то есть классификацию проводит. И вот одна из заседаний должна была быть в Якутске, и геологи искали более высокие террасы, чтобы вот участникам конгресса показать, и забивали там свои геологические шурфы. То есть они готовились к конференции без какого-то конкретного задания по поиску? Да, у них было, собственно, свое задание, археология там вообще не пахло. Они забили геологический шурф, наткнулись на череп, приехали археологи, определили, что это череп неолитического человека, ребенка, подростка. Там провели раскопки и нашли вот поздний неолитический могильник имахтарской культуры, поздний неолит. И это было все в рамках уже имеющихся данных, там никаких удивлений не было. А вот когда могильник расчистили, вот как раз под ним начали находить остатки дюктайской культуры, клиновидные нуклеусы, и начали вот находить вот эти галечные орудия, то есть наиболее архаичного типа. И потом вот дальнейшие раскопки с 1982 года по 1999 год, 17 лет, там с перерывами было. В общем, там вскрыли очень большую площадь, тогда было выявлено, по-моему, 54 скопления, то есть это в центре такой большой валун каменный, вокруг которого много всяких отчепов, то есть видно, что на этом большом валуне били камни, что-то оставалось, они забирали себе, что-то, технический мусор оставался. И, естественно, конечно, проводили датировку этого памятника. И появилось две взаимоисключающих версии, что по версии Юрия Алексеевича Мочанова возраст памятника за несколько миллионов лет назад, и по версии американских исследователей, они проводили работу в 1997 году, точнее в 1994 году они проводили, статья вышла в 1997, что возраст памятника где-то за 200-300 тысяч лет. И там, чтобы не вдаваться, там дискуссия такая очень геологическая, очень сложная, я думаю, что она до конца еще не решена. Но с 2019 года мы коллективом с Институтом мерзлотоведения, с Институтом археологии и этнографии Новосибирска, с МГУ, с Институтом географии и с нашими датскими коллегами из университета города Орхуса, который, кстати, входит в топ-100 университетов, ведущих миром. Вот с 19 по 22 год, 4 года, получается, мы проводили работы на Деринквиляхе, 2 года полевые, 2 года камеральные. И вот, кстати, мы готовим публикацию
по этому памятнику, поэтому я пока не имею права разглашать, значит, пока мы не конфиденциальную информацию, да, но скажу, что в целом наши исследования подтверждают, что Дерин-Кюрях остается по-прежнему самым ранним памятником на территории Якутии. И, собственно, чтобы было понятно, Дерин-Кюрях, вот этот палеолит, это не жилище древнего человека, он там не жил. Это была его мастерская, как бы сейчас сказали, рабочий офис. То есть он туда работать приходил, делать отщепы? Да, он приходил туда работать, а вот куда он уходил и где он жил, вот это большой вопрос. И это связано, между прочим, вообще со всей археологией и палеолита, и даже первой половины неолита. То есть у нас на сегодняшний день нет памятников, которые могли бы однозначно нам сказать, как выглядел древний человек той поры. А до нас дошли только каменные артефакты и, собственно, кости плейстоценовых животных, которых очень много. А вот эти последние находки, когда там вот прямо мамонта, не живого, как бы с мясом, шерстью находят, их же находят. Ну да, а почему нету человека в этой среде, вот это непонятно. И, собственно, сейчас вот работы по Дерин-Кюряху и дальнейшие исследования, они как раз направлены на поиск каких-то закономерностей в том смысле, где мог жить древний человек. По идее, если человек там работал, он же не может там слишком далеко отходить от места работы. Я согласен. То есть, если мы посмотрим на археологическую карту, то мы увидим, что все основные на сегодняшний день археологические объекты, такие известные, они приурочены к приустьевым мысам. То есть это место, где сливаются две реки, точнее одна река впадает в другую. Как правило, это высокий мыс, незатапливаемый, который, как правило, хорошо продувается. Как правило, это находится где-то на излучинах реки, где относительно низкая вода и где зверь может перебираться вплавь, соответственно, это место охоты, и рыба, соответственно, на этом же месте задерживает свое движение, ее там удобнее ловить. То есть но на этих объектах не было обнаружено именно человеческих костей, остатков именно человека самого. То есть, по всей видимости, вот эти вот стоянки многослойные, которые вот на слуху, там Белькачи-1, там Сумнаге-1, там Устимптон, это тоже вот рабочие площадки. И откуда к ним приходил человек, вот это как раз та тема, над которой я пытаюсь работать сейчас. А вот, допустим, более поздние захоронения, которые находят на берегах рек, там вот осыпается берег, появляются там останки, какие-то гробы, там что-то еще. Да. Может быть, это по такой же схеме, то есть там были захоронения, но с течением времени больше длительного. Да, я согласен, это вполне допустимо, но у нас нету никаких доказательств. Это просто предположение. Да, может, конечно, меня коллеги опровергнут, но, по-моему, там нету. Просто пока не нашли. Да, не нашли, вполне возможно, что будут найдены, но что касается более позднего времени, все-таки там, конечно, картина пояснее. Понятно, что люди в эпоху Средневековья или там даже раннего Железного века, и в эпоху нового времени, это люди уже новой социально-экономической формации, это люди оседлые, у которых это были преимущественно, конечно, скотоводы и коневоды, если мы говорим о якутах, или охотники, и рыболовы, если мы говорим там об эвенах или юкагирах. То есть это люди, занятые разведением хозяйства, которое закрепляло их в определенной точке. Что касается палеолитических людей, то, судя по тем данным, не по нашему региону, а по остальным, это были все-таки пешие охотники. И вполне вероятно, что у них не было такого понятия, как дом вообще, что вот они вот живут в одном месте. Это у них было постоянное движение. То есть они пришли, скажем, на Дерин-Кюрях, какой-то промежуток времени там провели, работали, жили, и потом, вполне возможно, они переместились в какое-то другое место. Поэтому, может быть, захоронений-то и нету. Если бы на Дерин-Кюряхе было бы открыто захоронение, конечно, это сняло бы все вопросы. Кстати, а вот как тебе тезис о том, что
Древние люди произошли не в Африке, а с Якутии началось. Вот это Ну вот. да, внетропическая прародина, известная, да, из уст Юрия Алексеевича Мочанова. Но тут немножко, как сказать, тут сливается несколько моментов, люди немножко утрируют. Юрий Алексеевич Мочанов не говорил, что именно Якутия является прародиной человека. Он говорил о том, что человек сформировался именно разум человека сформировался в трудных климатических условиях, то есть в Северной Азии. Он туда, если посмотреть его монографию, там он включал вообще Центральную Азию, Северную Азию, Северо-Восточную, включая Дерин-Кюрях. То есть палеазиатская культура в общем, да? Палеоазиатская — это, наверное, не очень удачное сравнение, но то, что холод заставляет человека двигаться, да, это вполне объяснимо и с медицинской точки зрения, и с биологической, но есть и другие версии. И на сегодняшний день лично у меня нет оснований считать, что известная версия об африканском происхождении человека, она как-то можно поставить под сомнение. Тут другой момент, что накапливается все больше данных о том, что появляются же новые виды людей совсем. Не то, что появляются, их скорее раскапывают. Открываются, я неправильно выразился. Допустим, открытие в 2008 году денисовского человека, это было большим открытием, потому что мы линейно считали, что как человек произошел: австралопитек, пятикантроп, неандерталец и хомо сапиенс. А оказывается, были еще какие-то параллели. И это вид? Да, и мы только вообще в начале этих открытий. То есть мне кажется, что по большому счету во многих, мне кажется, материалах раскопок хранятся какие-то отдельные косточки, но они настолько микроскопические, что просто визуально даже их нельзя определить. И тут на помощь, кстати, приходит новая методика, эта технология ZOOMS сейчас появилась, которая позволяет прямо по микрочастице косточки определить очень большую картину это животное, человек, генетический состав и так далее. А как по мнению ученых, или, может быть, по твоему мнению, жизнь древнего человека, как она выглядела? То есть мы это все рассматриваем со своей точки зрения, с современности. Я могу сказать, что средняя продолжительность жизни человека, условно скажем, с каменного века до современного, она увеличилась на 30 лет. То есть в каменном веке средняя продолжительность жизни составляла около 40 лет, сейчас она составляет 70. То есть качество жизни за это время существенно увеличилось. То есть в 2 раза больше стали жить. Это спасибо современной медицине. Да. И если вы обратите внимание, то человек стал развиваться, дольше. Допустим, сейчас уже срок обучения в школе увеличивается. Сейчас беременность женская увеличивается постепенно. Если раньше это было 38-40 недель, это была норма, то сейчас рожают и в 41 неделю, и в 42, это тоже уже не критично. То есть срок жизни увеличивается, и увеличивается, собственно, и детство, и юность, и зрелость, эти периоды. И мы говорим, что наши дети сейчас инфантильные, что мы в наше время были поживее и так далее. Если вспомнить этнографические примеры, когда детей женили, выдавали замуж, обручали уже в 12 лет, в 13 это уже, такой средний возраст. Да, тогда это была норма. Сейчас в брак люди вступают после 25 уже. То есть если мы, допустим, женились, замуж выходили где-то плюс-минус 20 лет, 18, то сейчас уже современные молодые люди, они не торопятся, примерно плюс 25 и около 30. Да, то есть это говорит о том, что качество нашей жизни существенно увеличилось, и на таких больших отрезках от каменного века до современности это, конечно, выглядит выпукло более. Да? Когда это 100 лет назад, 200, 300, это еще не так может быть заметно, хотя специалисты это знают, видят, а так простому человеку может быть не совсем понятно. Угу. А кроме того, что древние люди, они являлись такими подвижными охотниками, которые часто меняли свою дислокацию, что еще можно сказать?
исходя из там, археологических данных. Да, но вот как раз археологические данные нам доставляют только каменные артефакты, То есть по которым следы пребывания не по более, которым да? нет, по которым нельзя о человеке сказать ничего, кроме того, что он был, он обрабатывал камень, что он там был левшой, правшой, что то есть у него была развита вот, значит, Мелкая моторика. кисти рук и так далее, да, но хотя, допустим, вот раскопки Петулька на Янской стоянке, где были обнаружены образцы первобытного искусства, то есть там подвески, поделки, говорят о том, что люди той поры, там позднепалеолитическое, у них было эстетическое восприятие красивого, то есть они занимались также искусством. Просто, к сожалению, вот в силу наших природных условий у нас не очень, не все до нас доходит, а возможно очень много до нас просто не дошло. Вот в свое время Лев Николаевич Гумилев, известный историк, говорил, что вот если вот цивилизации там Египта и вообще вот этой ближневосточных цивилизаций она сохранилась благодаря вот этим монументальным сооружениям, то для народов там Центральной Азии, кочевых народов, которые использовали в основном мех, войлок, дерево, кости и большая часть органических материалов просто не сохранилась. Это же не умаляет значимости отдельных народов перед другими. Просто вот состав, ну как бы сохранность предметов, к сожалению, очень разная, и нам приходится именно в Якутии работать, ну, в общем-то, с остатками, но тут на помощь, конечно, приходят современные технологии, и я надеюсь, что ну, какую-то часть вопросов мы все-таки сможем закрыть. То есть... А вот сейчас, ну вот ты затронул тему современных технологий, сейчас мне на ум пришел вопрос, а как вам может помочь искусственный интеллект? Сейчас такая модная тенденция везде использовать по возможности искусственный интеллект. Я пока не знаю. Не могу ответить на этот вопрос, как именно он может нам помочь. Может быть, в обработке данных? Да, если говорить именно об этом, то сейчас, ну, вот простой пример. Вот раньше, когда находили различные каменные орудия, люди делали зарисовки, сравнивали их между собой, выявляли какие-то закономерности, но в этом была все-таки какая-то доля, или может даже очень большая доля субъективности, да? А сейчас при помощи компьютерной обработки каменных орудий, когда компьютер автоматически считает там размеры, углы там, и так далее, это, в общем, такая очень объективная картина. И вот сейчас я вот, когда ездил в феврале в Новосибирск, как раз и проводил работы по 3D-сканированию каменных орудий для того, чтобы вот именно чисто таким математическим путем сравнить их с другими артефактами из других регионов, именно чтобы машина их сама сравнила по определенным признакам. И тогда, ну, пока эта работа еще идет, и я надеюсь, что там выводы будут какие-то, ну, скажем, потому что человек, ну, не в силах, человек, даже какой бы он ни был гений, переварить там несколько тысяч артефактов и как-то их сложить в концепцию, все равно что-то там вычленяется, что-то забывается. В этом смысле для обработки вот больших объемов данных интеллект, наверное, нужен, и, наверное, я думаю, он тоже нам принесет какие-то неожиданные заключения. Ну, касательно, допустим, миграции людей, ну, животные же, вот они вот мигрируют, там, через перешеек в сторону Америки, там, вот, я имею в виду перешеек Берингового пролива, а может быть и наши, так сказать, товарищи двинули вот, туда за животными. Да, безусловно, я думаю, что главным объектом, за которым шел древний человек, это было, конечно, живность. То есть он от нее зависел, и, собственно, от охоты на нее зависела его дальнейшая жизнь. Ну вот буквально недавно вышла новая история Сибири, фундаментальное издание. Также недавно вышло, в 2020 году вышло новое фундаментальное издание истории Якутии, то есть уже обновленные книги с новыми данными. И там, значит, в обоих книгах предлагается версия академика Деревянка Анатолия Пантелеевича о
трех волнах миграции с африканского континента в Азию и так далее. Да? Если говорить именно о Якутии, то безусловно, что и дюктайская археологическая культура наша верхнего палеолита, и, например, белькачинская культура среднего неолита, эти культуры, носители этой культуры, они, конечно, участвовали в заселении американского континента. Потому что самые ранние памятники в Америке, на континенте, они датируются не старше 25 тысяч лет. Такие доказанные. Конечно, там есть сообщения и про 300 тысяч, и еще там, но то, что мы можем точно подтвердить, что заселение американского континента, вероятно, как раз и происходило в период существования Берингии, да, вот этой единой территории, когда вот этого Берингового пролива не было, была единая суша, и люди ходили туда-сюда, и даже были обратные миграции из Америки обратно в Азию. Конечно, тут культура Ленского бассейна, они, конечно, в этом принимали участие. Какова была их конкретная роль, тут мнения разные. Да, тут тот же Мачанов считал, что это была существенная роль. Некоторые американские специалисты считают, что наша дюктайская культура, собственно, и была протокловис, самые ранние культуры Америки, но тут не хватает новых данных. То есть, вот, к сожалению, 90-е годы они сильно подкосили в том смысле, что ушло вот как раз поколение тех исследователей, которые должны были этой проблематикой заниматься, а вот наше поколение, мы только, в общем-то, входим в эту тему и, собственно, вот над этим и работаем, надеюсь, что мы результаты какие-то получим. А вот, допустим, касательно культуры древнего человека, очень много культурных, можно сказать, памятников-то вот в долинах рек. Я имею в виду петроглифы. Как вы их изучаете, а как они сохраняются? Вообще наскальных рисунков в Якутии достаточно много. Они группируются в основном в центральной и в южной Якутии. Есть, кстати, и на Индигирке наскальные рисунки. И совершенно было удивление, что в долине Туймада есть наскальные рисунки, кельдиамская писаница, совершенно случайно открытая. Проблема с этими рисунками в том, что сейчас, поскольку они находятся на открытом воздухе, они подвергаются всем воздействиям осадков и так далее. Активно разрушаются. Еще человек добавил антропогенный фактор, когда там в результате разработки карьеров и так далее просто скалы взрываются, выламывается это все. Проблема в том, что эти рисунки очень сложно датировать, потому что они все нарисованы краской, которая не содержит органических элементов. И, собственно, нельзя определить примерно хотя бы распад радиоуглерода, когда это завершилось. Есть там различные стилистические моменты, сопоставления, но это тоже... И тут, наверное, на помощь нам должна прийти, конечно, химия и физика. Но я знаю, что есть коллеги из Австралии, по-моему, к нам приезжали, которые пытались датировать рисунки по химическому составу, но результатов я что-то в литературе не видел. Это очень сложно датировать эти рисунки, поэтому очень трудно их сопоставлять с какими-то конкретными археологическими культурами, но то, что их сохранять необходимо, это, конечно, естественно. То есть можно сказать, что там люди как бы походя на местах пребывания что-то в духе «здесь был Вася», отмечали себя, да? Нет, я считаю, что эти рисунки как раз были... Интересно обратить внимание, что наскальные рисунки, как правило, расположены не на открытых плоскостях, где их хорошо видно. Они могут находиться на уровне колена, где-то сбоку, то есть, чтобы их найти, это надо, или знать, что они есть, или вот прямо искать. Целенаправленно искать и смотреть. То есть, мне кажется, это были какие-то охотничьи отметки мест. Допустим, вот самая знаменитая, одна из самых знаменитых наших писаниц, это писаница Саруктах-Хая на реке Марха. Не та Марха, которая протекает у нас, а в Алекнинском районе, большая речка. Вот там такая большая скала высотой с 5-этажный дом, и там на уровне 3-го этажа, тоже на отвесной плоскости, вот эти рисунки, их довольно-таки много.
И мы считаем, что эти рисунки, то есть точнее эта скала выполняла функцию такой сторожевой башни, которая показывала чужакам, что вот здесь живут люди, что вот это вот, то есть место застолблено. Да, место уже обитаемо, поэтому относитесь. Я думаю, что вот это имело значение. Но вот мой научный руководитель Качмар Николай Николаевич, в общем-то, всю жизнь занимался наскальными рисунками и выпустил самую, наверное, капитальную монографию по этой теме, но даже он признавал, что на сегодняшний день трудно интерпретировать, так сказать, безапелляционно, да, что вот эти рисунки носили какой-то или магический характер, или культовый, там, или еще какой-то. Это трудно, но вот накопленная база, она пока позволяет утверждать, что главным сюжетом этих рисунков являлся лось сахатый, что изображений мамонтов именно в наскальных рисунках у нас нету, что, вероятно, эти рисунки были оставлены уже в общем-то, в голоценовое время, и относить их к палеолиту, наверное, это с большой натяжкой только можно, что эти рисунки являлись объектом почитания, потому что вот в расщелинах там мы находим так называемые жертвенники, приношения духу скалы. Там и монеты, и каменные артефакты, там скрипки. Ну вот то, что было у охотника, как бы самое дорогое, вот он отдавал духам с тем, чтобы монеты, ты сказал? Это как бы современно, да, современно. То есть это почитание остается до сих пор. То есть вот эти вот места, они вот на протяжении, можно сказать, столетий, веков, да, посещались людьми. Да, потому что местное население их, конечно, знает. Сейчас об этом знают, в общем-то, все, кто пользуется интернетом, где геолокацию можно включить. Это сейчас стало очень спокойно. И это, конечно, вызывает угрозу наскальным рисункам, потому что появляются туристы, которым надо что-то поскоблить, что-то сделать. И это они, конечно, разрушают. И, к сожалению, культуры у нас не хватает у людей, чтобы понять, что это культурное наследие, и к нему надо относиться бережно, потому что вот вы сейчас будете это все тереть, а будущее поколение это не увидят. И, возможно, много чего не поймут о самих себе. Поэтому были попытки музеифицировать наскальные рисунки, превратить из них какой-то культурно-исторический объект, как это, например, сделано в Кемеровской области, знаменитая Томская писаница музеифицирована. Но, может быть, не дошли руки, может быть, там не хватало финансов, а еще мне кажется, что у нас все-таки рисунки, они у нас нанесены на плиточники, которые все время выветриваются. Это не те монолитные скалы, как, скажем, на реке Томи, да? Поэтому это как бы естественный процесс, который невозможно контролировать. Это невозможно остановить. И невозможно остановить. Единственное, остается просто максимально документировать, чтобы как-то это потом было внесено в наши источники. Если мы говорим о жилищах древнего человека, то вот я лично, например, раскапывал жилище 15 века. Это было, кстати, на реке Кенкиме, недалеко от города, недалеко от этой дороги Вилюй. И там на берегу озера был, значит, такой же, видимо, якутский балаган, который сгорел, обрушился, задерновался, и, в общем, в рельефе его совсем заметно не было. Когда мы его раскопали, мы там обнаружили 6 керамических сосудов, один из которых был плоскодонный, и большое количество костей домашнего оленя. То есть, по всей видимости, это были не скотоводы, это были, вероятно, тунгусы, которые имели контакты с якутами и поэтому обменивались, в общем-то, посудой. Там же внутри, вот прямо в центре, находился, видимо, камелек глиняный, потому что там такой мощный пласт глины был. И самое интересное, то, что там прямо в центре жилища был закопан такой, не сосуд, а вот в бересту были обернуты кости тоже оленя. Вот, и мы их продатировали, и у нас вот такая совокупная дата получилась 15 век. Это вот время каунатакской культуры, но это были не якуты. Да. И если говорить о технической стороне вопроса, то это, значит, было такое, как небольшой балаганчик размером там
4 на 5 или 5 на 5. То есть одна семья, можно сказать, жила? Нет, я думаю, там жил один человек, скорее всего, охотник. Там ничего... были там берестяные поплавки, что логично, конечно, если там рядом с озером находится. То есть это такая, типично охотничья избушка, что скажем, да, и ничего там выразительного, к сожалению, там не оказалось. Но у нас в Якутии еще остаются нераскопанные объекты, которые, кстати, могут представить большой интерес именно с точки зрения строительных конструкций. Я говорю в первую очередь, конечно, о русских зимовьях. Ясачные зимовья, то есть это было место сбора ясака, они делались максимально, капитально, основательно, потому что там хранились деньги, не деньги, а что там, пушнина, документы и прочее, поэтому не требовали какой-то более... Хотя там не было никаких оборонительных там сооружений, это была просто изба, которая такая была довольно-таки, наверное, крепкая. К сожалению, вот все эти зимовья, они сейчас выросли до современных городов. Тот же Якутск, тот же Алекминск, тот же Зашиверск, например, Верхоянск, это тоже были зимовья ясачные, которые разрослись и, в общем-то, не сохранились. И вот из таких вот немногих остается у нас средневилюйское зимовье, которое, вероятно, посещал и Семен Дежнев, и воин Шахов, которое еще не раскопано. Вот мы там проводили рекогносцировку в 2019 году, поняли, что там сохранность очень хорошая. И там даже проводились раскопки в 2016 году частичные, где, в общем, интересный материал был выразительный. Но пока мы до этого не дошли, потому что я должен сказать, что археологов как и в России, так и в Якутии очень мало. И у нас не получается быть специалистами только по одному периоду. Нам приходится заниматься всем, от палеолита до нового времени. То есть такой человек-оркестр. Да. Археолог — это штучный товар. И я должен сказать, что там со всего с нашего курса, когда нас там было 100 человек, археологами стали 3 человека со 100 именно. Те, которые сейчас работают. Действующие. Да, действующие археологи 3 человека, да. И сейчас у нас работает молодое поколение, тоже молодых археологов, это тоже 3 человека, тоже из 20, которые там изначально набирались. То есть это, эта профессия, она требует просто от человека определенных качеств. Если он готов тратить время, силы, средства на это, тогда он работает. Если он не готов, он уходит кто в бизнес, кто, не знаю, в политику, в чиновничество и так далее. Поэтому, но я должен сказать, что археология сейчас в России развивается, и благодаря, конечно, законодательству, потому что наконец-то у нас появился прям такой основательный механизм, который называется государственная историко-культурная экспертиза, которая как раз позволяет с опережением реагировать на возможные разрушения памятников в связи с какими-то строительными работами и так далее. Поэтому в этом смысле сейчас работа археологов стала более интенсивной, более насыщенной. А если посмотреть количество публикаций, которые выходят, там просто монографии пачками выходят документирование объектов. Так что наши коллеги во всей России и за рубежом делают большие успехи. Так, давай подведем итог насчет древних людей и их образа жизни. Какие основные аспекты? Я по поводу древнего человека и образа его жизни, мне все мои 20 лет не дает покоя небольшая сноска, которую сделал Мачанов Юрий Алексеевич в своей книге 1977 года. Он писал о дюктайской, о сумногенской культуре, но он написал, что если на территории Якутии будут обнаружены памятники среднего, а тем более раннего палеолита, нам нужно в корне менять свои представления вообще о человеке. Потому что мы не будем забывать, что ранний палеолит, средний — это же время ледникового периода, такого мощного, это когда похолодание было максимально большое. Мы сейчас живем в эпоху голоцена, потепления. Мы сейчас жалуемся на морозы, минус 56, это еще цветочки. Там было... ерунда. Да. И человек не знал огня, не использовал посуду, питался, в общем-то, сырыми продуктами. Необработанными. То есть, и мне кажется, если мы говорим о севере, у меня сейчас такая мысль складывается, что, вероятно, у наших предков,
там, неандертальцев или еще кого-то, вероятно, был другой порог чувствительности к холоду. Что они, вероятно, то, что мы сейчас воспринимаем, что нам очень холодно, для них это, наоборот, может, было комфортно. А может и жарко, да? А может быть и жарко. То есть те вот говорят, что мамонты, как это, вот есть такая расхожая фраза, мы живем там, где замерзли мамонты. Да. Но мамонты не замерзли, они наоборот Зажарились, умерли от жары, потому что стало тепло, они в своих этих шубах просто не могли адаптироваться к этому климату. Вот. И потом обратите внимание, что у человека же практически отсутствует волосяной покров. Да, то есть для того, чтобы выживать вот в таких суровых условиях, вот без тех преимуществ, которые у нас сейчас есть, это, мне кажется, там как дядя Федор писал, повышенная лохматость. Повышенная лохматость необходима. Поэтому вот здесь, мне кажется, нужно обратить внимание на то, что мы до сих пор, я думаю, что вообще не понимаем древнего человека, именно его, как он жил и какие у него были мотивы, потому что он жил вообще в другой там области. Ну, что там далеко ходить, там, тут за 100 лет меняются принципы, мораль, то, что было раньше хорошо, теперь плохо, что было плохо, сейчас хорошо. И там это в 50-100 лет это может измениться. А если это там в сотни поколений, конечно, это, мне кажется, имело такие принципиально другое значение. Поэтому тут, если мы говорим о памятнике Дерин-Кюрях, то я думаю, что на Дерин-Кюряхе, скорее всего, работы завершены. В такие вот. Мы не думаем, что там можно что-то дополнительно открыть. И тут надо искать просто аналогичные объекты Дерингу и их раскапывать и уже сравнивать с тем, что нам известно. Например, таким перспективным памятником является Усть-Алёкма, которая находится в аналогичных геоморфологических условиях, которая тоже изучалась, но гораздо меньше, поэтому еще есть отдельные местонахождения, которые тоже вызывают интерес. Поэтому вот с этой точки зрения уже нужно вот с накопленным багажом копать новые объекты. И подключать искусственный интеллект. Ну хорошо, спасибо за интересную беседу. Надеюсь, и вам было тоже интересно. Спасибо. Наш сегодняшний гость Николай Кирьянов рассказал о образе жизни древнего человека, о древних стоянках, немного затронули культуру, как ее воспринимал древний человек, более современные находки и вообще состояние археологии в Якутии, и России, наверное, в целом.